Застывшие до этого момента колокола в руках звонаря зазвучали звонкой песней на всю местность Хадаи. Алексей Талашкин специально приехал из Новосибирска, чтобы не только воочию посмотреть, но и изучить таттинские колокола, которые собирали Сурном Улоном и его соратниками в течение полувека. Связь с Черкесским музеем, которая поддерживается в течение 5 лет, сегодня переросла в эту экспедицию. В Итыкельском музее Алексей Талашкин и Юлия Гейбель изучили 5 колоколов, 4 из которых привезены еще 20 лет назад из Черкесского музея. Этот колокол очень высокого уровня литья, я считаю. Профессиональная работа скульптора видна, художника, литейщика. Очень красивый колокол и внешне, и голос его тоже такой легкий и густой, летящий, полетный. Этот колокол я такой вот с таким декором не видел ни разу. Эти колокола пока что как бы спят и ждут, когда придет звонарь и пробудит сам звон и эту историю. Этот колокол весом около 10 пудов отлит мастером Титовым в 1896 году специально для Итыкельской Преображенской церкви. Алексей Талашкин предполагает, что отливка этого колокола связана с Ленско-Витимским пароходством. С помощью прибора они выявляют химический состав и сканируют 3D-изображение каждого колокола. Что мы видим, из чего состоит этот колокол? 78 почти процентов меди. Недовес существенный олова, вместо 20 – 12. Вот, да, можно сказать теперь более уверенно, что это действительно колокол сибирского литья. Гости предложили обучить желающего из Татты на профессионального звонаря. Тогда, как они говорят, эта редкая коллекция колоколов Сибири заживет новой звонкой жизнью. Жанна Брумистрова, Василий Иннокентьев, Таттинский улус.